На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия должна стать экономически самодостаточной. Круглый стол, посвященный актуальным проблемам энергетики, туризма и привлечения инвестиций, состоялся в Сухуме. Почему журналисты снимают войну, рискуя жизнью? На этот вопрос абхазским коллегам-журналистам и студентам АГУ ответил российский военный корреспондент Антон Степаненко. Жизненны, удачны, поучительны. Состоялся закрытый показ первой серии абхазского сериала «Независимые». Мурат Махария возглавил Федерацию абхазских культурных центров в Турции. 14 ноября в городе Измит состоялся 7-й съезд Федерации абхазских культурных центров, в котором приняла участие делегация Народного собрания парламента республики во главе со спикером Валерием Кварчи. Спикер в своем выступлении отметил, что деятельность Федерации абхазских культурных центров способствует развитию отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, популяризации абхазского языка и культуры в Турции. Валерий Кварчи от имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания передал государственную награду орден Ахзапша III степени Атануру Акусба, до последнего времени возглавлявшему Абхазфед. Также спикер вручил Атануру Акусба грамоту Народного собрания за личный вклад в дело возвращения репатриантов на историческую родину, сохранения родного языка и культуры, объединения и укрепления связей с диаспорой всех стран. На пост председателя Федерации претендовали Мурат Махария и Арал Бганба. За Махария проголосовали 175 делегатов абхазских культурных центров Турции, за Арала Бганба – 98. Был сформирован и новый состав Совета Федерации. Президент Аслан Бжания поздравил директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова с 70-летием. В ходе телефонного разговора глава государства отметил высочайший профессионализм, верность служебному долгу, а также нравственные качества Александра Бортникова. Бжания подчеркнул важность сотрудничества Республики Абхазия и Российской Федерации в сфере безопасности, сообщает пресс-служба президента. Аслан Бжания пожелал директору ФСБ крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия. 18 ноября запланировано подписание соглашения о создании Ассоциации абхазо-российского туризма. Министр туризма Республики Теймураз Хишба отбыл в Москву с рабочей поездкой. Глава Минтуризма проведет в российской столице ряд встреч с представителями государственных и частных структур, сообщает пресс-служба министерства. 16 ноября Теймураз Хишба встретится с главой Федерального агентства «Ростуризм» Зариной Дагузовой. Во время встречи министр сосредоточит внимание на актуальных вопросах, касающихся абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма и их дальнейшего развития. Запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством туризма Республики Абхазия и Федеральным агентством по туризму Российской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма. 17 ноября Теймураз Хишба проведет переговоры с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, председателем Комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексеем Володсковым. Теймураз Хишба также примет участие в работе круглого стола в Общественном совете при Ростуризме на тему «Актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества в сфере туризма». Абхазия должна стать экономически самодостаточной. Круглый стол, посвященный актуальным проблемам энергетики, туризма и привлечения инвестиций, состоялся в Сухуме. Инициатор обсуждения – Центр стратегических исследований при президенте республики. Слово Элеоноре Гилаян. Открывая встречу, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба отметил, что этот круглый стол первый в серии запланированных Центром стратегических исследований при президенте страны. Мы решили посетить первую встречу вопросам экономики, поскольку на экономике завязано очень многое, решение многих проблем, которые перед Абхазией стоят. Без правильного движения в области экономики многие наши планы не будут реалистичными. Директор Центра стратегических исследований передал слово заместителю министра экономики Теймуразу Миквабе с просьбой кратко охарактеризовать ситуацию в экономической сфере государства, обозначив наиболее острые проблемы. Замминистра начал с топливного кризиса минувшего лета, потом рассказал о переговорах по аэропорту и газификации, остановился на энергетике. На текущий момент состояние нашей энергетической системы можно охарактеризовать практически как аварийная, потому что по многим направлениям, это и отдельные высокие линии, передающие сети, у нас ведется часто аварийный ремонт, как происходило в течение этого года несколько раз.
пытаемся планомерно переходить от аварийных работ к плановым мероприятиям, то есть обслуживанию сетей. В том числе для этих целей в течение с 10 по 22 год, ну, получается, с 10 по 21 уже вложено, плюс прогноз на 22 год, общая сумма по инвестпрограмме составляет 2 миллиарда рублей. Помимо этого, естественно, этих средств недостаточно. В этом году в государственный бюджет было заложено 100 миллионов рублей. Эти средства были направлены на разные мероприятия. Я бы хотел выделить один из наших новых проектов. Пока он находится на согласовании в Кабинете министров, планируется в ближайшее время к представлению президенту Республики Абхазия. Это внесение изменений в Трудовой кодекс в части изменения порядка установления минимального размера месячной заработной платы для того, чтобы привязать его к сумме потребительской корзины. На текущий момент она составляет порядка 8600, 8700 в месяц. Действующее на сегодняшний день постановление Кабинета министров об утверждении минимального размера составляет всего 5000 рублей. Естественно, эту цифру необходимо поднимать, и расходы каждый год повышаются у населения, в том числе и обсуждается вопрос порядка установления новых цен на электроэнергию. Естественно, это нельзя сделать, не повышая зарплаты, в связи с чем ведется работа и над этим проектом. Следом с сообщением о туристическом сезоне 2021 выступил заместитель министра туризма Дато Каджая. Он назвал сезон состоявшимся и неплохим. Россияне выбирали преимущественно Абхазию в основном из-за ковидных ограничений в мире. 1 ноября 2021 года Национальный парк Рыца посетило 688 439 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 382 030 человек. Да, темп роста составил 180%, а прирост 80%. Новоафонскую пещеру посетило на 1 ноября 416 037 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 268 193 человека. Темп роста составил 155%, а прирост 55%. Также в последние годы туристы стали активно выбирать для посещения восточную часть Абхазии. Это термальные сероводородные источники в селе Кындыл, это радоновый источник в городе Тхварчал, водопады все в том же Тхварчале и Кадорское ущелье. Замминистра туризма отметил, что новые объекты размещения в Восточной Абхазии также способствуют и развитию региона, и поступлениям в бюджет. В пример он привел Тамыш-Вилледж. В нашем районе это первый объект, туристический объект, кстати, круглогодичный, хочу подчеркнуть, который принял на работу около 200 человек, точнее 168 человек, которые работали на сезон. Сейчас в данный момент это количество уменьшилось в 2 раза, но с теми же зарплатами. То есть район доволен, соответственно, платятся налоги, соответственно, все вовремя, без задолженностей, ну и так далее. То есть население очень довольное. Следом участники перешли к обсуждению энергокризиса. Заместитель главы Черноморэнерго Саид Блабба отметил, что все существующие проблемы накопленные и прогнозируемые. Дефицит существовал давно, бесконтрольный майнинг лишь усугубил его. 2020 года данные по отношению к 2019 году скачок потребления составил 20%, более 20%, а 2021 к 2020 уже около 18%. То есть наблюдается резкий скачок потребления электроэнергии. Далее у нас еще присутствует ежегодный прирост естественный в рамках 5-6%. Мы за ростом 5-6% ежегодного с трудом ранее поспевали обеспечить даже этот маленький рост, а с наступлением периода майнинга очень сложно охватить данный объем потребления, который запрашивает потребитель. В связи с этим у нас серьезные перегрузы основных узлов, магистралей. Все это усугубляется проблемой ветхости оборудования, которое в основном было введено в эксплуатацию в советский период времени. В
70-х, 80-х годах. Серьезных модернизаций с тех пор не проводилось. Рост потребления остановить уже невозможно. Нужно его упорядочить, считает специалист. Необходимо сформировать, я так думаю, технопарк, который мог бы нам позволить разгрузить наши сети за счет вывода из наших сетей майнингового оборудования и установки на этой точке. Эта точка должна быть запитана от передающих мощностей Российской Федерации путем перетока. И тот объем, который будет поставляться на эту точку, будет оплачиваться за счет потребителей электроэнергии, которые занимаются майнингом криптовалют. Это существенно снизит нагрузки на нашу сеть. Приблизительный объем потребления майнинга оборудования около миллиарда киловатт-часов в год. То есть миллиард киловатт-часов – это серьезная цифра, так как общий объем потребления республики составляет на данный момент уже потреблено 2 миллиарда 227 миллионов киловатт-часов. То есть если исключить оттуда объем миллиард киловатт-часов, мы могли бы войти в рамки, 40% рамки тех мощностей, которые мы получаем от НГУРГЭС. Свое выступление министр юстиции Андрей Барцидзе начал с того, что хоть возглавляемое им ведомство напрямую не относится к экономической сфере жизнедеятельности государства, однако в рамках своих компетенций в Минюсте работают также над улучшением инвестиционной привлекательности. С 2008 по 2020 год количество совместных, условно назовем их совместных предприятий, где граждане или юридические лица Республики Абхазии и граждане или юридические лица Российской Федерации, общее количество с 8 по 20 год у нас получилось 1033 предприятия, условно назовем их совместными. Отдельно мы выявили предприятия, которые зарегистрированы в Минюсте Абхазии, в которых учредителями являются граждане иностранного государства Российской Федерации. Так вот, таких предприятий с 2008 по 2020 год 1093. Разумеется, это количество, общее количество навело нас на мысли о том, чем бы мы могли быть полезны в плане облегчения жизни для учредителей этих предприятий в рамках осуществления их коммерческой предпринимательской деятельности. И здесь мы осуществляем, значит, два очень интересных направления, очень обширных направлений, я бы сказал, в рамках Абхазии очень сложных направлений, в компетентностном смысле этого слова, я уже как-то об этом говорил. Значит, во-первых, я не буду повторяться, это деятельность Министерства юстиции, направленная на оцифровку, полную оцифровку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эта работа уже закончена. И теперь в плане созданной программы единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы разрабатываем стратегию возможностей получения дистанционных государственных услуг, это выписки, к примеру, и на перспективу это возможности создания или реорганизации юридического лица или индивидуального предприятия, также в дистанционном порядке. Разумеется, Депутаты парламента, присутствующие на встрече Алаша Ашуба и Рауль Лолу, отметили, что каждому из затронутых за круглым столом вопросов можно посвятить отдельную встречу. Также они подчеркнули, что готовы поддержать на площадке Народного собрания обсуждение тех или иных актуальных проблем. В завершении встречи Вячеслав Чирикба отметил, что Абхазия должна стать экономически самодостаточной страной. Элеонора Гилаян, Сасруку Агуха, Абаза ТВ. Внимание! Вводится новый график отключений электроэнергии. Черноморэнерго сообщает, что в связи с возросшей нагрузкой на все магистральные линии Шешелети и Ачкуара ограничения с 16 ноября с 0 часов будут действовать по следующему графику. Объекты жизнеобеспечения, такие как кислородные станции, ковидные госпитали, а также насосные станции водоснабжения, отключены от подачи электроэнергии не будут. Ситуация в сетях отслеживается, и при колебании нагрузок график может быть изменен, сообщает Черноморэнерго. Сам график вы сейчас видите на своих экранах, а также можете подробно рассмотреть на официальных ресурсах РУП Черноморэнерго. Во вторник, 16 ноября, в конференц-зале отеля «Атриум Виктория» в Сухуме состоится форум молодежи «Съезд нового поколения. Поколение Победы».
Коротко об эпидемиологической ситуации. Согласно последнему сообщению оперативного штаба, за 13 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 237 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 80 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 33 196 человек. Зарегистрировано 483 летальных случая. Выздоровели 27 756 человек. Небывалый ранее скачок по суточному приросту новых случаев коронавируса зафиксировали на Кубани в воскресенье. Об этом сообщил региональный штаб. В регионе был установлен новый антирекорд, выявлено 494 случая коронавируса. По данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 со 100 до 260 заболевших произошел летом. С начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек. В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей Кубани в возрасте от 60 и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров. Пресечена контрабанда крупной партии наличных денежных средств. Женщина пыталась незаконно вывести из Абхазии в Россию более 275 тысяч долларов США. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Ее задержали при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, пересекающих российско-абхазскую границу. В дорожном рюкзаке таможенники обнаружили иностранную валюту. В ходе опроса правонарушительница объяснила, что ввезла деньги в качестве подарка родственнику. При этом она затруднилась назвать точную сумму. При пересчете валюты выяснилось, что гражданка пыталась пронести через границу 275 330 долларов. Разрешительные документы на перемещение денежных средств, подлежащих декларированию, у нее отсутствовали. Согласно законодательству России, при единовременном ввозе-вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажиркой таможенной декларации на всю сумму перемещаемых средств. Деньги изъяты, ведется расследование. Депутат Народного собрания Абхазии Валерий Агарба провел пресс-конференцию в связи с заявлением правоохранительных органов о том, что он подозревается в совершении стрельбы у здания парламента. Агарба заявил, что не имеет отношения к стрельбе 11 ноября в Сухуми, и никто не извещал его о том, что в отношении него ведется процессуальная проверка. Кроме того, депутат написал 2 депутатских запроса начальнику ГСО Зурабу Зантария и генеральному прокурору республики Адгуру Агарба, так как распространившееся в СМИ видео с его участием было снято на мобильный телефон с монитора, передающего картинку с камер наружного видеонаблюдения комплекса правительственных зданий. Вчера на абхазском телевидении, в репортаже абхазского телевидения, я увидел комментарий или, скажем, точнее, выступление прокурора города, в котором сообщалось о том, что личность установлена, то есть меня назвали имя, фамилия, отчество, что я произвел выстрелы, что были проведены оперативно-процессуальные действия, усматриваются признаки состава преступления. Для меня, конечно, это не стало таким вот, если честно сказать, это эмпатическое смущение испытал, а в простонародье это можно называется испанский стыд. Это осознание себя свидетелем неловкого положения, в которое попал другой человек. Потому что есть с точки зрения закона смотреть процессуальных действий, тут, конечно, не выдержит никакой правовой критики. Какое преступление, даже не озвучили, какое все-таки совершил преступление, какие оперативно-процессуальные действия были проведены. Я узнал о начале проведенной, как уже было по факту, процессуальной проверки из репортажа абхазского телевидения. Я думаю, что они должны были, конечно, хотя бы уведомить меня о том, что в отношении меня ведется какая-то проверка. Я не собираюсь и до этого, и сейчас я не собираюсь прикрывать своей депутатской неприкосновенности. Да, тем более я заявил, что я не имею никакого, публично заявил, что я не имею никакого отношения к этому, я не причастен к этому событию. Я сам осуждаю подобные действия, когда в дни непразднования производят выстрелы из огнестрельного оружия,
или там петард. Тем более недавние события, связанные 30 сентября с выстрелом, а потом избиение ветеранов. И так они будоражат общественность. Почему журналисты снимают войну, рискуя жизнью? На этот вопрос абхазским коллегам и студентам АГУ ответил российский военный корреспондент Антон Степаненко. В его послужном списке репортажи в Южной Осетии, Югославии, Чечне, Ирака, Судана, Афганистана и Бейрута, а также война в Сирии. Встреча прошла в Абхазском госуниверситете. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. Ей казалось, что 6-летней дочки уже нет в живых. Она представляла, как в ее маленькую девочку попадает осколок или пуля. Это кадры из документального фильма «Раны Цхинвала». Автор – российский военный корреспондент Антон Степаненко. Журналист стал свидетелем событий, развернувшихся в столице Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда 120-тысячная грузинская группировка атаковала спящий город. Спрятаться куда угодно – это единственное желание, когда слышишь свист мины. Под обстрелом я бежала. Вот в чем я вышла из дома. Мы буквально, я упала в канаву, через тропы перепрыгивая, добежали до пекарни, чтобы просто в бункере спрятаться. Ребята, это ужас. Я врагу своему не пожелаю. И пусть это не бункер, а кухня, хлеборезка, баня, где кирпичные стены и шиферная крыша. Или простой склад, всего метр земли над головой. Но даже это под обстрелом создавало иллюзию безопасности. Я помню 9 августа мы вышли с оператором в город, походили, поснимали, вернулись к миротворцам, и как раз начался минометный обстрел. Мы заскочили в казарму, там было 5 солдатиков, и они стали вытаскивать двухъярусные койки в проход. И мы сначала не поняли, почему двухъярусные, а они объяснили, что если будет попадание, то по крайней мере, да, вот крыша обрушится, и она осядет на второй ярус койки. И просто вот какие-то мысли, которые прозвучали, да, вот в репортаже, это на самом деле мои ощущения и переживания. Пообщаться со специальным корреспондентом Первого канала, военным журналистом, пришли преподаватели и студенты АГУ, в основном филологи, историки и журналисты. О том, каково это готовить новость под артобстрелом, видеть, как гибнут мирные люди, и что после этого ощущает человек, прямо и честно рассказал аудитории Антон Степаненко. Люди ощущают примерно одно и то же. Я помню вот это изматывающий звук мины, да, потом вот она пока летит, она свистит и вот на кулак всю душу наматывает. Думаешь, куда она попадет. Хотя говорят, да, свою мину не слышно, но тем не менее. Вот, поджимается все, потом слышишь разрыв, значит, не по нам. Считаешь секунды 1, 2, 3, 4, 5, следующий свист. И вот реально, вот мы сидели в этой казарме, слышали свист и думали, господи, ну когда же это закончится? Ну сколько можно душу-то мотать? Вот. Ну и потом где-то минут через 20 уже смогли выдохнуть, потому что обстрел закончился. Я к чему это все говорю? К тому, что не надо умничать. Вы будете работать в разных редакциях по разным темам. Но, как мне кажется, это универсальное правило. Так будет проще и интереснее вашим читателям, зрителям, слушателям. Южная Осетия – не единственная горячая точка, войну в которой освещал Степаненко. За его плечами Югославия, Чечня, Ирак, Судан, Афганистан, Бейрут, а также война в Сирии и вооруженный конфликт на востоке Украины. Зачем я туда ездил и иногда продолжаю ездить? Ну, это как-то получилось само собой. Просто Сергею Доленко нужен был разъездной корреспондент, а я в агентстве «Интерфакс» как раз занимался силовым блоком. Можно загоняться, переживать, бояться за себя. Естественно, каждый разумный, вменяемый человек переживает, боится. Вот. Но нас спасает работа. Спасает камера, спасает микрофон, спасает то, что вынь да положь, кровь из носу, но к определенному времени Москве нужен перегон, Москве нужен репортаж или прямое включение. Визит российского журналиста в Абхазию – это третье мероприятие, проводимое Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3».
Председатель Союза Руслан Хашиг отмечает, военные спецкоры обязаны показывать объективную реальность происходящего конфликта. В одной из интервью, по-моему, Антон говорил, журналисты едут на войну, чтобы не было войны. Да, мы показываем эту войну, рассказываем, вот это жесткая правда, действительно, чтобы люди осознавали, что это такое, может быть, тоже один из таких вопросов. Как-то смотрел документальный фильм о Великой Отечественной войне про Севастополь, который снимал оператор Мокш. Да. И вот он, когда этот фильм показал, когда этот фильм увидел Довженко, он ему сказал: не бойся снимать крупные планы. Эта победа нам будет даваться очень тяжело, и вот нужно показывать эту кровь, смерть, реальную действительность. И вот я эту цитату вспомнил, когда я просматривал фильм и репортаж, документальные фильмы, связанные с Цхинвалом. Встреча Антона Степаненко с коллегами из Абхазии продолжится 16 ноября. В конференц-зале Дома Москвы военкор пообщается с работниками СМИ Абхазии. Тема встречи – журналисты и война. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатовая. Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября. В этот день, в 1998 году, в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту. Акцию «Урок добра» в этот день уже 7 лет проводит культурно-благотворительный фонд «Ашана» при поддержке Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Акция проходит во многих школах республики. Ежегодно о добре рассказывают во всех школах в различной форме. В этом году темой уроков стали проблемы детей с инвалидностью и их права. По своей инициативе после урока добра дети жертвуют средства в помощь подопечным фонда «Ашана». Жизненны, удачны, поучительны. Таковы отзывы зрителей на пилотную серию первого абхазского сериала «Независимый». Закрытый показ первой серии прошел на арт-платформе «Гума». Создателям сериала, режиссерам Тимуру Тане и Тимуру Квиквискири, сценаристу Руслану Шакая, оператору Джану Цурцумия предстоит еще много работы. Следующей осенью 8 серий «Независимого» должны выйти на видеоплатформе «Старт». На показе побывала Надежда Боровикова. В апреле этого года в эфире Абаза ТВ был сюжет о съемках первого абхазского сериала «Независимый». Масштабные съемки у абхазского драмтеатра с массовкой и пожарной техникой тогда стали событием для всей столицы. Спустя полгода режиссер Тимур Таня презентует пилотную серию «Независимого» в узком кругу друзей и коллег на арт-платформе. В первую очередь хочу сказать, что я 3 года к этому шел. И наконец-то это свершилось. Сегодня мы презентуем пилотную серию абхазского сериала «Независимый», который будет состоять из 8 серий. Отснята 1 серия, она же одна смонтирована. Никто не видел, сегодня первый раз будут отдельные личности. Видели, такие как режиссер, оператор и автор сценария, мой соавтор Бабасик Шакай, да, они видели. Но вот девочки, которые нам дали это помещение, вот они тоже видели. На этих условиях, в принципе, нам давали это помещение. А так, в принципе, больше никто не видел, и поэтому, в принципе, даже представители Аквафона еще не все видели. Сегодня будут они удивлены, наверное. По сюжету главный герой, сотрудник МЧС, не сумев потушить пожар, забирает погорельцев жить к себе домой, где уже и без того тесно. Валерия Перцхеля, исполнительница роли дочери главного героя, об актерской карьере и не мечтала. На кастинг попала случайно. Я не поняла, почему я должна уступать свою комнату каким-то незнакомым людям? Вообще я занимаюсь музыкой, и так получилось, что я услышала об этом кастинге, и я решила поучаствовать. Это был первый раз. Вообще я первый раз снималась в такого рода кино, в сериале. И это невероятные эмоции, и вообще это так прекрасно. Я до сих пор не верю. Сериал «Независимый» создается при поддержке видеосервиса «Старт». Все 8 серий первого сезона появятся на видеоплатформе следующей осенью. Компания «Аквафон» также оказала поддержку команде Тимура Таня в создании первого абхазского сериала. Компания «Аквафон» является одним из спонсоров данного проекта, данного сериала. Компания «Аквафон» давно дружит с Тимуром Таня, с нашим прославленным актером. Были реализованы у нас различные проекты в прошлом, успешные, кстати. И мы надеемся, что этот сериал найдет отклик в сердцах
наших зрителей. Хотелось бы поблагодарить всех причастных к этому сериалу. Этот сериал способствует популяризации нашей маленькой страны. Несмотря на прохладную погоду, 50 минут, а именно столько длится серия, пролетели незаметно. Родные пейзажи, знакомые герои, понятные каждому в Абхазии жизненные конфликты и дилеммы, а также фирменный юмор бывших КВНщиков и немного приближающего к реальности мата. Такова формула будущего сериала. Фильм потрясающий, нам очень понравился, но жизненное. И, наверное, надо делать выводы и идти правильно. И всем желаю удачи, молодцы, успехов вам. По-моему, показана наша жизнь, как она есть. Без прикрас, без дифирамбов. Как мы живем, так все и показано. Ну, надеюсь, что всем понравится. Но вы знаете, меня, честно скажу, впечатлило. И даже, я не знаю, может, это секрет, но я смотрела уже эту серию, но дома, в таких условиях. И когда я посмотрела на большом экране, мне на это намного больше понравилось. И вообще в свете всех вот этих последних событий это очень актуально. Я не знаю, как это воспримет российский зритель, но я думаю, что для нашего зрителя это было достаточно интересно и поучительно, наверное. В данный момент работа над сериалом продолжается. Пишутся сценарии следующих серий, подбираются локации, планируются съемки. Если «Независимый» станет популярным и получит хороший рейтинг на платформе «Старт», вполне возможно, сериал будет продлен на 2-й или даже 3-й сезон. Надежда Боровикова, Сосрыко Агуха, АБЗ ТВ. Спорт. Абхазский коневладелец, кавалер ордена Акцепша 3-й степени Ахра Шуба стал 4-м в рейтинге коневладельцев чистокровных скаковых лошадей арабской породы в России по результатам 2021 года, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Также отмечается, что по рейтингу Павловского ипподрома он на 1-м месте, Краснодарского на 2-м. В 2021-м лошади Ахра Шуба приняли участие в 22 стартах, из них 5 побед и 14 призовых мест. Клуб «Динамо» игроков 2008 года рождения стал серебряным призером, а футболисты 2009, 2010 и 2015 годов рождения – бронзовыми призерами детского футбольного турнира АФЛ «Кубок будущих легенд», который прошел 7-14 ноября в Сочи. Также команда детско-юношеского футбольного клуба «Алекс» стала 2-й в серебряном кубке АФЛ «Кубок будущих легенд», сообщает пресс-служба Госкомспорта. Лучшим игроком был признан вратарь команды «Алекс» Дмитрий Кусакин. Тренирует команду Алексей Иваненко. Ну а 16 ноября на столичном стадионе «Динамо» состоится встреча команд Сухумского государственного и Галского гуманитарного колледжей. Сейчас о погоде в республике. Во вторник, 16 ноября, в Абхазии переменная облачность из-за незначительной смены атмосферного давления и температуры воздуха. Ночью и утром местами возможен дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 9, днем до 16 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.